Смотрите сегодня в выпуске. В офисе Укрнафты прошли обыски. Лидеры мировых держав осудили химическую атаку в Сирии. За этим стоит одно желание – любой ценой отстранить законное правительство Сирии от власти. Россияне не чувствуют себя в безопасности. Власть – это и есть опасность. Добрый вечер. 5 апреля, 1133 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». В Крыму состоялось юбилейное 100-е заседание суда по делу Ахтема Чийгоза. На нем допросили экс-главу Перекопского регионального меджлиса Сание Аметову. Она принимала участие в митинге под стенами Крымского парламента 26 февраля 2014 года. Заместителя председателя меджлиса Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков во время этого митинга. Свидетельства Аметовой указывают на то, что провокаторами массовых беспорядков была группа пророссийских активистов. Она пояснила, что приехали они со своими флагами, которые у них были с предыдущих мероприятий. Дала показания о том, что древки для флагов не могли быть черенками от лопат. Используются более длинные палки меньшего диаметра. Также она показала о том, что никто им не указывал, где остановиться, не давал распоряжений, что делать, люди самостоятельно определяли, где им находиться. Ахтема Чийгоза, который принимал участие в суде по видеозаписи, отключили. Это случилось во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста заместителю главы меджлиса. Причиной отключения послужило то, что Чийгоз прокомментировал решение коллегии судей не объявлять отвод прокурору. Сначала ему сделали замечание, а потом и вовсе решили удалить, хотя он принимал участие в заседании дистанционно. Судьи совершенно решили не скрывать оскал российской Фемиды. Они совершенно, абсолютно незаконно нарушили все возможные процессуальные нормы, которые предусмотрены для рассмотрения судом апелляционной инстанции жалобы защиты о продлении меры пресечения. И я думаю, что в ближайшее время, конечно, мы будем стараться судей этих наказать, обратиться в высшую квалификационную коллегию судей для того, чтобы там дали надлежащую оценку действиям этих крымских судей. Визит муфтия мусульман Крыма в Турцию продолжается. Во второй день Айдер Рустемов в Анкаре встретился с заместителем главы департамента по вопросам хаджа и умры Яшаром Чапчи и заместителем главы департамента образования Кадиром Динчем. Говорили о дальнейшем сотрудничестве между отделами Министерства по делам религии Турции и крымскими мусульманами, проживающими на материке. Кроме того, обсудили вероятность внедрения в Украине курсов по изучению Корана. В департаменте, который занимается вопросами малого паломничества, нам рассказали про их 40-летний опыт паломничества граждан Турции в Мекку. Мы узнали много нового и полезного, будем использовать их опыт в дальнейшем. Вместо 70% украинского, 85% государственного языка, языков коренных народов и нацменьшинств. Такие правки в проект закона о квотировании языка в эфире телекомпании предложил Рифат Чубаров. Это позволит сохранить вещание на крымско-татарском языке, уверен нардеп. В парламентском комитете по свободе слова эти изменения пообещали поддержать. Я пропонував, щоб ті телерадіоорганізації, які мовлять мовами корінних народів, щоб вони мали можливість залишати собі на добу не менше, ніж 85% для мовлення українською державною мовою і мовою корінних народів. Якщо це буде прийнято, тоді, скажімо, телерадіокомпанія АТР, вона має мовити не менш, ніж 85% на добу українською і кримськотатарською мовою. У тому співвідношенні,
воно само встановить. Ну, зрозуміло, що і державна мова там буде достатньо помітною. Але ці норми ми всі враховуємо, і ми виправляємо свій борг перед вами по радіомовленню, вносячи зміни також, оскільки ми всіх зобов'язали 60% ведення українською мовою, то в даному випадку ми пропонуємо виняток для корінних народів також. Добре, і доєднуємо сюди, ці норми будуть в інших поправках. В центральном офисе Укрнафты в Киеве и 6 региональных отделениях с 10 часов утра продолжаются обыски, санкционированные Генпрокуратурой Украины. По сообщениям спикера СБУ, оперативные следственные действия осуществляются в рамках производства, открытого прокуратурой. Сколько еще продлятся обыски, пока неизвестно. На тепер проводиться слідчі дії обшук в цій будівлі. Також обшуки проводяться у структурних підрозділах, 6 структурних підрозділах цього підприємства в інших областях України. Більше інформації сказати не можу через огляду на те, що вона становить таємницю досудового слідства. Відбувається обшук у всіх кабінетах, вилучаються документи, Укрнафта сприяє цим діям, видає всі документи. Террористы ни дня не придерживались режима тишины, а за последние сутки осуществили 54 обстрела. В зоне АТО ранены 5 бойцов вооруженных сил Украины. Больше всего досталось прилегающим к Мариуполю районам. В Марьинке боевики применяли 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, били из вооружения боевых машин пехоты, активизировались снайперы. З мінометів калібру 82 мм ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлопля та Водяного. Позиції під Мар'їнкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. Зазброєння БМП гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Число погибших от химической атаки в Сирии возросло до 72, среди них 20 детей. Такие цифры распространяет агентство новостей AFP. По данным Аль-Джазира Тюрк, количество погибших уже перевалило за 100 человек, а пострадавших более 400. Накануне правительственные войска нанесли авиаудар по городу Хан-Шейхун в центре провинции Идлиб, в результате которого освободился токсичный газ. Дамаск свою причастность отрицает. Совбез ООН срочно собрался на заседании по инициативе США, Франции и Великобритании. Они рассматривают проект резолюции о возможной химатаке. В МИД России, стране, которая поддерживает режим сирийского президента Башара Асада, заявили, что жители провинции пострадали от химического оружия террористов, которое якобы хранилось на складах в регионе. А шокирующие кадры о последствиях применения химоружия назвали провокацией. Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания в очередной раз вбросили, по-другому назвать это нельзя, это никакое не внесение, это именно вброс в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, проект резолюции, который носит абсолютно откровенно антисирийский характер. Мы уже привыкли к абсолютно необоснованным обвинениям в адрес Дамаска, мы уже привыкли к его демонизации. За этим стоит одно желание – любой ценой отстранить законное правительство Сирии от власти. Россия продолжит прилагать усилия с целью скорейшего урегулирования острого военно-политического конфликта на сирийской земле. Жители российской столицы не чувствуют себя в безопасности. На вопрос журналиста «Радио Свобода», могут ли российские власти обеспечить безопасность россиянам, москвичи и гости города в основном ответили отрицательно. Я думаю, у нас бы, если бы наша власть не обеспечивала бы нам безопасность, теракты были бы, наверное, каждый день. В относительном смысле я себя чувствую в безопасности. Но это не благодаря власти. Власть к безопасности отношения никакого не имеет. Власть – это и есть опасность. Так как силовая структура принадлежит власти, значит, она не может обеспечить мою безопасность. В ущерб нашей с вами свободы, да, какой-то лично. То смогут. Не знаю, никто кроме меня самого и не может обеспечить. Никто не чувствует в этом мире безопасно, но чувствует, что по идее может. На этом пока все. Смотрите следующий выпуск «Заман» на украинском языке в 20:00. Через несколько минут эфир продолжит программа «Бугун». Осман Пашаев и Оксана Денисова обсудят нападение в Луцке на консульство Польши с бывшим депутатом Верховной Рады Тарасом Черноволом. Хорошего вечера.
Будьте с нами.